Свою позицию по ситуации с арестом 16 объектов, в которых располагаются филиалы сберкассы коммерческого банка «Кыргызстан», на этой неделе прокомментировали его представители. Судья Первомайского районного суда Чингиз Бердимуратов удовлетворил ходатайство Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по делу, которое было возбуждено на основании заявления одного из акционеров банка. По мнению следователей, эти 16 помещений в разных областях страны банк в 2010 году продал вследствие якобы фиктивной сделки купли-продажи по заниженной стоимости. Расследование велось с прошлого года, и, как сообщают юристы, его прекратили после выяснения всех обстоятельств реализации зданий и опроса должностных лиц банка. Но внезапно дело приняло совершенно неожиданный с правовой точки зрения оборот. С 2018 года данное уголовное дело расследуется, но однако по сегодняшний день следствием не установлены ни подозреваемые, ни обвиняемые. По каким основаниям, по заявлению Конурбаева, который владеет в процентном соотношении 0,0003%, реагирует так и не принимает во внимание, что по результатам этой сделки никому ущерб не причинен, что сами акционеры никаких претензий не имеют. Вот почему такие активные действия принимаются? Мы, конечно, очень огорчены этим. Несмотря на то, что для продажи этих нескольких ветхих, находящихся в убогом состоянии помещений, можно было и не собирать всех акционеров, это предложение, уже одобренное Советом директоров, все-таки озвучивали тогда, 9 лет назад, на общем собрании, где руководство и заручилось согласием держателей 99% акций. Действия судьи и представители Комбанка «Кыргызстан» и их партнера «Азия Эстейт» назвали безосновательными, а само дело – надуманным. Его прекращение было очевидным, так как состава преступления нет и не могло быть. Акционерами банка, несмотря на то, что закон этого не требует, это высший орган банка, было принято решение о реализации вот этих объектов. На сегодняшний день никакого ущерба нет ни государству, ни другим лицам. Решение было принято, претензий со стороны собственников нету, но тем не менее, вот этот вопрос будоражится, муссируется, принимаются какие-то незаконные по нему решения. Продажа объектов, которые находились в плачевном состоянии, была выгодной для всех участников этой сделки между частными, как подчеркнули представители банка, субъектами. Сумма, за которую их продали, на тот период была адекватной – 46 миллионов сомов. Крыша текла, отопление отсутствовало, стены рушились. Причем для оценки недвижимости привлекли одну из лидирующих независимых международных аудиторских компаний KPMG. На восстановление помещений тогда требовалось 160 миллионов. Денег на их ремонт у банка не было. На том этапе у едва встающего на ноги коммерческого банка «Кыргызстан» было в общем 250 миллионов капитала. Тратить их было нельзя. Каждый сом направлялся в оборот для выдачи кредитов на более выгодных, чем у конкурентов, условиях, с тем, чтобы наработать как можно больше клиентов. Покупатель же ОСО «Азия Эстейт» сделал свои вложения. Согласно обязательствам, привел помещение в прекрасное состояние и в течение 7 лет, согласно договору, взимал за аренду обусловленную льготную плату за размещение там филиалов банка. Со стороны ЗАО «Азия Эстейт» было привлечено инвестиционных заемов на сумму более 276 миллионов сомов. То есть эти средства были направлены на приобретение банка и плюс на ремонт и реконструкцию зданий. Потом в ходе осуществления вот этих ремонтных работ со стороны акционерного общества ЗАО «Азия Эстейт» было уплачено налогов только в бюджет государства более 73 миллионов сомов. А подрядчики, которые производили ремонт, уплатили в бюджет государства более 50 миллионов сомов. Все платежи совершены. Это опровергает все домыслы о фиктивности этой операции. Банки сидят там же, в этих же зданиях. Ремонты проведены очень качественные, хорошие. Как отметили представители банка, аренда сдается, арендная плата чисто формальная, то есть небольшая сумма. И говорить о том, что там что-то незаконно, фиктивно делается, об этом речи быть не может. Кроме того, вот эти объекты недвижимости, которые были реализованы Азия Эстейт, они в уставной капитал банка не входили. Еще более шаткими выглядят предположения следствия в уклонении банка от уплаты налогов, если с 2010 года по нынешний день налоговая служба ни разу за все эти годы не углядела каких-либо нарушений по налоговым выплатам. Да с 2010 года прошли все сроки давности. Впрочем, в итоге в самом неоднозначном положении оказался собственник этих объектов. В связи с арестом, который наложил судья Первомайского суда Чингиз Бердимуратов, ОСО «Азия Эстейт» сегодня ограничена в правах по распоряжению своим собственным недвижимым имуществом. Данный судья
Бердымуратов, стало известно, что он был назначен, оказывается, только в ноябре 2019 года, то есть, можно сказать, еще месяца не прошло, как бы он был назначен. Сегодня я был у этого судьи на приеме, где я у него попросил данное постановление о наложении ареста для того, чтобы в последующем его обжаловать. Он почему-то удалился, с кем-то посоветовался. Вот элементарный вопрос, да, который подлежит обсуждению с кем-то еще. В течение 10 минут он вернулся и сказал, что поскольку я не являюсь стороной данного дела, они якобы не могут данное постановление нам выдать. Арест – сугубо процедурное явление, подчеркивают в банке. Это лишь 16 помещений из 140, которые по всей стране банк арендует у порядка 60 хозяйствующих субъектов. Азия-Эстейт и Банк Кыргызстан готовы, если понадобится, снова предоставлять всю информацию полномочным органам. Однако непонятное поведение судьи приводит партнеров в настоящее замешательство. Я выразил свое возмущение, говорю, слушайте, вы на наше имущество арест наложили, дайте нам возможность обжаловать это ваше незаконное решение. Ну, я немножко был взволнован из-за того, что он так отреагировал, да? Но он, вот я же говорю, он вышел, посоветовался, через 10 минут сказал, говорит, оказывается, я не могу вам выдать. То есть судья вот так говорит, оказывается. Если на мое имущество, к примеру, накладывают арест, и судья говорит, слушай, ты, оказывается, не сторона по делу, иди куда хочешь. Вот примерно в таком формате судья меня сегодня и отправил. Этот инцидент, отмечают в руководстве Банка Кыргызстан, никак не скажется на качестве работы их финансового учреждения. Обслуживание населения в этих помещениях идет обычным ходом. Не скажется этот эпизод и на репутации банка, так как за долгие годы клиенты давно убедились в прозрачности всех действий Банка Кыргызстан. Елена Яковлева, Эрлан Кемельбеков, НТС.